Геолога, минералогии, условий кандидате Иванов Анатолий Федорович, доцент. Тема моего доклада кратко: версии происхождения чувашских топонимов и этногенеза чувашей. Прошу внимания ко второй части, где будет несколько сенсационная выкладка по этногенезу чувашей. Ну, первый так, топонимика. Сделано совместно с Геннадием Васильевичем Васильевым. Изучение географических названий местности вызывает интерес людей к истории родного края и своему языку. Исследование топонимики приобщает к изучению языка, геологии, истории, археологии и взаимодействию смежных дисциплин, что активизирует творческие способности. Географические названия неразрывно связаны с языком того народа, который первым освоил это место. И географические названия имена раскрывают прежде всего природные особенности местности. Топонимика долговечна, ключевое слово это в этом докладе. Топонимика долговечна и весьма вероятно, что несет смысловую нагрузку. Любое слово человеческое должно нести смысловую нагрузку. И вот, исходя из этих долговечности, ключевое слово, и несет смысловую нагрузку, построена концепция этого доклада с использованием геологии местности. Мы рассмотрим здесь 3 деревни в Цивильском районе. Первая деревня это с географическим названием Туси. Сами жители этой деревни, население района, называют ее по-чувашски Тузи, Тузи. В геоморфологическом отношении она расположена на возвышенности с абсолютной отметкой 115-30 и на расстоянии около 200 метров юго-западной деревни под крутым склоном горы Ту. Гора Ту. Расположена река Цивиль с абсолютной отметкой пойм реки равной около 67 метров. Тюркский Су, чувашский Шу, на русский язык переводится как вода-река. Из далеких времен название этой местности было вероятно Тузи или Тусу. Переначали. Она стала с первобытных времен, что переводится на русский язык как гора над рекой или Туси, Туси, вершина горы. В 2,5 километрах юго-восточной деревни Туси расположена другая соседняя чувашская деревня Тюнзыры. В кривецком словаре географическое название Чувашской республики Иван Степановича Дубановым переводится историческое название Тюнзер, Тюнзар. И там же сделана попытка обосновать название деревни с помощью словаря чувашского языка Шмарина. Тензер, тензер, безобразный, отталкивающий. Весьма сомнительно, что он применим к данному географическому названию и местности. Ее вероятно первоначальное название Чун-Су-Ра и перевод с чувашского языка на русский как «душа, вода, солнце». Да, действительно, в окрестностях этой деревни расположен уникальный выход горных на поверхность земли, представленный известняками мергельми, с дайками кремния, акварцового известняка, что делает протекающие через них воды целебными и полезными для человеческого организма. И действительно, деревня Тюнзеры окружает со всех сторон родники с хорошей для человеческого организма гидрокарбонатной натриевой живой водой, малой минерализацией, некоторыми священными свойствами. Недаром один родник с дебитом 1 литр расположен в самой деревне и с 1981 года объявлен памятником биода регионального значения. Также на небольшой глубине с помощью колодца можно добывать воду уже как минерально-лечебно-столовую. Вероятно, в далекие времена вода имела выход на поверхность земли, или древние люди могли уже добывать и использовать для лечения различных заболеваний. Редкая местность на территории Чувашии имеет такой богатый набор чудесных живых вод, что и соответствует названию Чун-Су-Ра. Применялся здесь и кремень для изготовления орудий труда первобытными людьми, которые жили здесь около 4 тысяч, 7 тысяч, 10 тысяч лет назад. Стоянки этих людей были обнаружены археологами около холма, который имеет редкое для данного региона название Шолма, иногда кто-то ее называет Шалом. А слово Шалом, это на иврите, на еврейском, означает мир. Уточняем, что у ученых есть версия, что предки Чуваши проживали рядом с евреями во времена их совместного хождения в Хазарском Каганате. Имеется и более экзотические предположения названия этой деревни. Есть версия, что зависающие в этом районе неопознанные летающие объекты НЛО подпитываются энергетикой Земли через разломную зону земной коры и используют информационный геопортал Земли, акварцованные известняки. Там находятся кристаллы. Все вышеназванные факты говорят о том, что весьма вероятно название деревни еще обосновывается и местом силы. Вероятно, положительно аномального участка Земли,
благоприятно влияющие на растения, организмы живых существ. И эти две деревни расположены в пределах Сибирской депрессии, где происходили геологические поднятия и опускания земной коры миллионы лет назад. И, вероятно, древние представители Чуваш или видели это НЛО, или обладали природным чутьем и знанием мест сил на Земле. Ученым уже давно доказано, что человечество за время своего интеллектуального развития на Земле растеряло познание гармоничного существования с природой, которое еще сохранилось у диких животных. Еще от 2,2 километра юго-восточной деревни Тюнзера расположена деревня Тауш-Касы с относительной абсолютной отметкой поверхности Земли для северной части территории равно 208 метров. В этом месте археологами выявлена стоянка первобытных людей, живших там 2-3 тысячи лет до нашей эры. Слово Тауш-Касы также представляет интерес для топономистов. Вероятно, в начало своего существования она звучала несколько по-иному. Тау-Асы, горные люди, Чуваш-Асы или Суаш-Асы. А Эшка просто выполняет роль своего словообразовательного суффикса. Кстати, в Кустанайской области Республики Казахстан есть город Тауш. Мы предполагаем, что вышеперечисленные айконными и аронями сохранились практически заселения первыми людьми, что для территории Чувашии не совсем характерно. Стоянки древних людей также находились у села Башев Чебоксарского района, новые деревни, деревни Тюрава Цивильского района. Весьма вероятно, что сохранились и некоторые первоначальные топонимы в районе деревни Тюнзер. Например, Шумахжар, речка такая есть в Цивильском районе. Возвышенность Ир-Ар, речка По-Же-Нарка. Река Рыкша, но ее первоначальное название, вероятно, было так звучало. Рашу, Рыкша, Рашу. Река Тюрарка, Тюр-Арка. Река Ан-Иш и другие. Ан-Иш не плавает? Не плавает? Ну ладно. Некоторые авторы считают перевалочным пунктом Чуваш при их миграции города Симбирск и Инзу. Расшифровывать я не буду, Симбирск и Инзу. Логическим предположением их размышления в перевалочных пунктах предков Чуваш можно, наверное, отнести такие пункты, как деревня Сюкчун, поселок городского типа, базарный и естачный Сыз-Ганы. Эти пункты расположены на чувашскими населенными пунктами деревня Чувашская Решетка и ПГТ Инза Ульяновской области. И не чувашские ли эти названия? Обоснование Сыз-Ган приводится в топономическом словаре. И пишут они, в основе гидронима татар Сыза это означает овраг, балка, в которую стекает талая вода, а элемент ган выполняет роль словообразовательного суффикса. Барашков, 1990 год. Но здесь Чувашию можно обосновать и без перевода. По нашему мнению, это было перевалочное место или временная стоянка, где люди останавливались. И для нас, Чуваш, это словосочетание звучит предельно откровенно, однозначно. Сыз-Кан. На русский язык переводится как «оправься, отдохни». Можно сказать грубее, конечно. Сыз-Кан, всем понятно. А чуваши вообще были предельно откровенно над названием местностей. Я потом туда читаю. Приведем для примера географическое название, вероятно, оставленное нашим предками. Например, в Республике Татарстан есть населенные пункты с чувашскими топонимами. Цар-Сас, Акуль, Чижек-Ле, Чукмат-Ла, Шкр, Ял-Тау, Тукмак, Шалгы, Чуваш-Ли, Малавла, Кудаш. В Ядринском районе есть деревня Кудаши. Вероятно, это чувашское словосочетание Куд-Аши. Перевод сами знаете. Возвышенности с названием Иштау, Чагрл-Тау и другие. В Челябинской области на Южном Урале есть горный хребет с названием Зюрат-Кюль. Вероятно, чувашское словосочетание Сюрат-Кюль. Логически звучит в горной местности и переводится как «ради озера». Горный хребет, горное озеро, Сюрат-Кюль. Есть и одноименное озеро Зюрат-Кюль. В Астраханской области есть населенные пункты с чувашскими словами Саса-Кули, Атя-Чичи, Арзя, река Хора. В Самарской области Сур-Куль, в Чекменской области поселок озера Чушка-Куль, Соркасхан. Все, заканчиваю сейчас. И вот вторая часть, которая наиболее такая. Для обоснования этногенеза чувашского народа, вероятно, надо применять и новые научные направления медицины, медицинской географии.
определение принадлежности человека по группам крови, к кому они относятся, к охотникам, земледельцам, кочевникам или современным людям. И нами сделано определение по группам крови, которое я сейчас, вот, когда слушал Архипча, она согласуется с этим цифрой. Послушайте. Предварительный итог результатов исследований был 2 этапа. Показывает, что людей со второй группы крови, а ученых отнесли к земледельцам, у нас тут спор среди ученых, Чуваш идет, их всего 24%. Носителем третьей группы крови являются кочевники, их 43%. Люди с первой группы крови, это первые люди на земле, охотники, 19%. Современные люди являются носителем четвертой группы крови, их 14%. Они возникли в результате смешения индоевропейцев, носителей группы крови второй, и монголоидов, носителей группы крови третьей. И из опыта работы у нас видно, что вот эта четвертая группа крови будет уточняться, 5% может туда-сюда, но уйдет во вторую группу крови земледельцам и кочевникам. И подытоживая скажу, как видим, носитель древней группы крови Чувашии республика 1/5 часть, земледельцев чуть больше 1/5 части, кочевников почти половина. И людей с крови, которая образовалась только около 1000-1500 лет назад, всего 1/10 часть. Их будет меньше, она уйдет к земледельцам, вот шумер, который у нас пришли, и кочевникам. Логично в этих результатах исследований прослеживается, что вероятно соответствует действительно. Исследование будет нами продолжено, а итоги уточнены. Вероятно, лет через 50, используя новые передовые технологии и такие направления, как история, археология, геология, медицина, биология и другие, и совершенные компьютерные программы, например, этногенез народа Чуваш, нам распишут место и время появления первых Чуваш и весь путь их миграции и смешения, разделения на земле, вплоть до их исчезновения. Цифры, которые вот исследования согласовываются с этим. Я спор, думаю, прекратится. Сумак Искендеров Федор Васильевич, академик членчиленне Ульяновской области. Память только соблюдайте, пожалуйста. Доклад Туда Каваганзень, он ослабутер сирнызень, рукописите аютер, а вот язык книги Каварза, Таван Халапали, сидерсе. Но май, сак доклад син, ювасе, рукописи кильдегна ювасе. Самба сидерсенеши, тогда мы сагребек эссенду нажали, доклад нажали. Ман экспонтом будет, самба кескен галашон, мензинделя. Скажите, у нас Самаринди, Чеварсини, Тембринди и Башкиринди, сейчас классе диаспора везде. Куда переселение болгарского на территорию Среднеповольных Вайкударков, где плессе, Кушлаган, Ослозинзин. Но Холгана Газасе, Сагамбек Кире, а я критиваш Синдизиага, диаспора везде. Диаспора Курах Пледер. Около Нага народности проживают за пределами своего государства. И дар пурнатпор. Камер государства будет ниндзе, Самардан Дунза, Нижний Новгород, Тень и Камазинзи. Ангалары сагамбек диаспора дизе, Таргашина и Дада. Если пиря Хурландара, сагамбек Калаза, диаспора дизе. Петр Ильич, а мле галамага тюрек калзах бар, мле гилжет сире галзан. Бұл давняя тема, давняя тема. Коренные жители. Но мен галамага сире. Беле, деп согласен, но мле лайхак галамага налма булыр ден. Тванзем демек, да? Сире тип тепер диаспора ебір булапыр, кунды зем. Ну, а я крит тванзем демек булапыр, да? Ну, тван демек булапыр, тван. Тванзем депер мала, тванзем. А тулай, дайромас. Референдум Ладно, енді тақшына қаламас бір. Теперь Степанин Кизитепай Калариса Дулайо, Чурумло, она Калармала за Кенегини. Дальдери Ивтре, Цемберге, Перепуштар здесь, академик 7, Цемберге академик 7, педагогический университет, профессор 7, и ты здесь перемвали доклад Тума. Доклад инженером Берге говорит, значит, что Цембер, возьмем халеп, или туда призму урла, или вылез призму урла весь полотен. Мембер топонимики нет.
президент калашынагы. Онда берен ял вырне бұл тутси. Халиди онда, центральный вокзалда. Шанда ял вырне бұл. И пурдеде арамезіне калasi тутси здесь. Ту, значит, высота, главная вершина, сила вырында. Сирия гыба, аду кушинде, онда крепость полна. Кулаш полна. Тутси яплы. А вот здесь перечеркнут вас, сейчас вырынды профессор здесь. Вот здесь каласи. Тутси было Екатерина первого валенде, то есть Екатерина второго валенде, сами изрительно кундага туттовое дерево земля, и саганда туттовое дерево рам лартно саттисе. И дорога. Пер туттовое дерево саганда он үзей мест. Шургунелардан кергуне или кебрезгунетево шанзагая. Никсанда онда пулман туттовый сад. А вот когда туттовый здесь. Шалдер сами пулдалаган зей нуммай. Шадыр нуммай топонимики, шамба топонимики прийти к ней кирлер. И я говорю, что экспромт гизе время выбить шадыр таргашин галашин. Если мы кандидат брейк пуляли, и автор книги «Азбук Шувас Кардам Певемблем» Искандер Федорович. Ну, память кундак трес Национальный музей Минзи. Памятнику латного утрата Мерес. Хали Хадамлерем статья «Манифест Чуваши Ульяновской области». Интернет-рад Бурнастар здесь. Сяунбак Сирит уже Идашина. Майя Булдасан, Таргашин, Таванзем, Пулужургак, Сана Пизе, Хамар Халык Валичи Дерме, участник мест. А тогда Хадрлерем книги Савубасирна, Севаш Юбурлык день. Она визия бурнда тареслесе. Сасай Валина Аркадьевна Кундага тареследина редактор това. Кебри Кульева, Александра Юриковна, они малышком бакаласин, говорят, что Савудзине подобие Надежды Григорьевна Иванова. Он сядры кирле, силаш символи, хамар таван символи. Она каварма тоже уксясит мест, уксясит. Сямба академизм даже беле кушма. Таргашин сами бурна старга повергага. Исак халафали сидящие. И манифест не тоже сидящие сагуди. Ягатма гасен икемеш куд Николаевна академия тоже манзагарес урок париги ежемайские и когда ягатса колорама сибиреймером халафали. Сянба Таргашин екленежен, епкескен ütізенеге вырым барашыны куртрафызе кескен калап, тогда будет Сирия, всегда перецен нежен, калано сама всем оносло будет все. Тогда будет Сирия. Представляться надо. Владимир Батленович, я был Шубаскар инженер. Ну, это инженерзем де Чергиеве курде калажат бар. Тогда темлер халық шутне керетті. Халги бұтра интернет аталанса неде почта аванса гаре. Мүлле ғарыт шутне етіл керетті. Камзе медир. Сидер жинже савар жезе бұрдайд. Өбір қамыр шваш кеппі. Хал телевизоринже кыдардаш шақ қажат сене. Шақ сене кыдардашы. Burada bunda sıvarsın daraşı. Çıvarsın bir. Alhar çıvarsın diyor buraya. Şuk. Sıvarsın daraş bunda никам да таблажимаш. Ада вещественное доказательство. Любезно кулашы даже. Политика. У политика, да. Камчы нашу заглавную, нашу пластать. Жамба, эбир, шта болында, шта жүрені, кам халық, кам ачы болында. Bir bejit vadası mahpa kalacaklar taştı. Kame bir bulunlar. Gittar bekletmişsem kıvarna, şamdek sumak sen. Hun halı gizem, şamdek böleksem gıtsa bulunlar. Bizem şunca kiha bulunlar, kadar etizem. Kiha.
Мускавра шутлашы. Мөле жерге бір қалашына қомзам, қолжен жерге бендуман деші. Мускавре профессорзам. Мөлжен десем, бізем чуваш тілінде журалман. Бізем тиха мүлде білмеші бізем. Нәбір бұрде білетті. Тогда Китай летит всем шамдек хвами. Вот тига за случайно деме бункара. Случайно. Вот тига случайно деме бункара. Тогда взем жирашке. Вот хунзем шамдек кимерзем бе апаланны. Ну, кемне изделизем дуны. Кемел дезешекмезем. Кемел бе. Алек бұрде. Чуварсен білеш мен бол кемел. Тига случайно выльжи бузан. Кемел теплее крепузасы. Позже случайно систематика дешен накана. Инженер Самгаз, систематическое уже явление. Значит, пирин незельзем, он землятно был на такшан, Китай работа. Юнажа бурна, ага. Шабашне, тут прилежне, порубне, жандармурна. Тогда никому уже там лажаймаш пирбе. Ну, он сказал, конечно, наши темы, мы не равно хунченченке. Тогда не решить дошла Европа. Галле, Болгарсы, Тунай Болгар чекинже, жексек порзы. Жексек. Ебір зыма пор ерген. Орып керек чекизенже, кумбек сымақсен шуқта. Галле прилелепне, чорсен гунда бурнашы, Тунай Болгарызен вондашта бурнашы. Прилелепне взен чергене. Галле шуқласпать гунда. Камзем булне бир, камзем бир таланзем булна. Туда тебір сумақ пожамде. Крепость умна, туда станда крепость умна. Она глаз взем Аллах Бугадище. Туда он окунь. Окунь. Вот крепость окунь. Бума Бугаради он бед. Пин крепость полна дамы. Шербю. Şimdi çuvarsam şerbü deze. Şerbü. Abırsam ala bugana yıla bugu deşer. Yıla bugu deşer. Yukma jiradına ala bü deze jira. Ala bü. Вот крепыш ala bü. Şam krepışa ala bü deze yukma jira. Şam krepışın bunu gülçüvü. Şamdeki bölme bunu. 20 квадратный метр. Иго бутла. Сами шутла забганна, вот как раз аллы жинмалли. Лажи зене дытма, тепер аллы жинмалли. Бара булат бұл аллы бю. Алла бимар, алла бугамар, аллы бю булат бұл. Аллы бю. Вот шерма буданаттыр камонда научная работа жутко, пожалуйста, жинмалли. Штук собакам. Тема, Шире, пожалуйста. Она, это самое, продать, парлата, сыр, альман задали. Вот сәнден кабала бұлчай. Кайран калашы пирін бәді чываш, ну, шак, кизеп дежінзем, құжан бәдет чываш чөнге. При калашы аллы жу, при калашы хитме жу. Нумай баран. Жоқ, кебір зымақ калашы. Он никсанда бітмеш, он никсанда бітмеш, если эбір хамыр не только чергевшін деньги просто калажат бір. Если эбір хамыр, үстінет ват бір чуашла. Вот чуашла хамыр істету мабышлат бір, эбір изе бірттәткен. Машина тут двигатель жук назаглады, мына ятпадым, булгар дезе, булгар. Нажын булгар. Мында твада цилиндр. Пурде эшлеші, пурде. Бірейте қанмаш. Әлдендім. Булгар. Чувашла миле бұлатты. Пурде, значит, қан тарашы. Пурде эшлеші. Вот сәнде кебір қамыр істетті зашын чувашла, бұл чуваш никанда бітмеш. Оршын жашта бұжады. Мотор. Сымақ академичіленне Дулгат Евгений Андреевича. Озан Руи. Так этногенестілер бірде ебінде мәдек ауналарында синтен кенебектенігізен тұрақсымар. Ебі жау этногенеза, оныңдаза барасын хамырын туғантын еген истории бе. Керін еқ, биді авал гейеқ, тақшан гейеқ, пинжулытла,
Меня брать. Sen yakın maldanki, çim maldanki menezem tımarızem kurmaş uçser bundak bundak suzence şav suzence sıvarzen savirzen patşi ulup patşa albetebe hay çarjıvın sertifikatine sırtlanırsın kanca kızıklanırsın hayın şabuşniye avçiye tüskerne наследственный титул Турхан брать. Сяндан Турхан земкаяш. Мадине кашне крепися мадумалы. Кышах каярахран, кышах бодилтен, арабсем хеснибе, мусульман басмардезе, саварзем, кушса илеш адылдыры сүлелле, выдайсыр адыл тивахне, бурнашса савар паталхне. Нигислесе. Шавында берен десем пурынны тылай бұғыт анжақта кәле хороша жабала кездейт бұғадың ішіне табылашы тузармын қолзем зен тарза шат авши тоқаменчи пер турған манделей деген скер Adıl tebir yine kuşsalar sıvardan tarza. Şavunda koyun şarbi. Şavunda bu najet adıl tebir şıranın tebir yine. İ tebir kuştakran şak manteliğin ıvılı şıptak bu kadince şak bile burza bereniş koyun şarjembe uksak tebir. Şeptak kıyın şarı beşak uksak demir şarı seni tutsa jarayt. Mallar kayma pamaz. Kıyın şarı kuştak takımda bölümde bu. Şamda şarım kıyışın. Kıyın sıve tebaşıran yekaş kuşsa halki kanar şırayınca kanar şırayınca şıbılgı degen yer burunda. Şav şıbılgı Andreevka denizem şav debe burmana gezdi budan zorayt. Şavında bu purunnu, onun mene şav ıvılı, mağluge vladin şavşıktağı ıvılı, mağluge yemağluge ıvılı şıbılge bulna. Şav şıbılge, şav şıbılge yacıbe tutturayt. Şav buğutura, inde bilgisir alınmış suzence, şak bırına turda doğayt, bırısen, Иван Грозный Маланхи передовой отряде, Маланхи отряде. Она Андрей Курский князь Герцеговина. Андрей Курский чавашсен пиде хаваспаки цейлеші, қынадывашы, мұжагідесі бүгінде. Андрей Курский не чага пиде кирезейт. И шаванжын бұлына тінегідет, пубе бұлына бұмылы, мүңгір мүзі құшқыр синде зейді бұл. Шавы мене шүкілгене, елпарек Андрей Хыйдядебе. Отшысы бұладың Васильевич Иван Грозный Патшан Ашиядебе. Андрей Васильевич, можно сказать про Андрея Васильевича, Андрей Васильевич, Курский жарыбе, куда ждать, куда положить. Кайран шав бурсы жарыбе, парылбеле он кустагает Мускава. Когда достал, також ех убийство на ех, да я размазал, телевизор ех сидим парень, ех не дергали. Шав бурсы Павло князькеру ундан тутлага. Теперь бурында юлат. Шав бурында Калаш районде юлскер. Тебір шаржуганы мен пинде ұлтшыр мүшшу беснерге многайзен күдікшәрі білесәкпе тағымыза керейді. Шана тұтса жарайтса мен жәдебе шак тұғымын пәженні ертуф ербіскер. Қойын білізімбе. Шамызын бұрысым, шам ертуф үбілізіне Карабайбай Египбая пинде ұлтшыр Тағырбұны шулки указпа, шыр да үті символсен бар білесі. Сандыбай жақ ежі қайынже тұрған дәлінде берін пұрын, онда жақ мінбен Египбай дегенден бола берме. Египбайын өвілі жақ мен указын ежемі все земли и льготы наследственно передаются в наследственное владение сына Египбая Даниила. Когда ворот называется Египбайын өвілі бұлна Даниил. Даниил өвілі бұлна
Романы были Петр или были Василий. Василий Уман Азете бывает. Вот хамыр семье менебе, семье это слекебе, это этногенец чуваш, он забаслерин. Тогда будет Евгений Андреевич. Турган Юлдаш патриотный бал инде. Киринский районда да болды. Мана хыптак это уста. Иды Жамбек. Ну, калькуляторінде шене поколение учебников истории где шираш легаламала. Путинда выступать то ли вот кое этногенез победишевна Золотая Орда был на Жаплатке. Халь малла где урхларах платье. То есть монголо-татарский иго мар. Кам пуст мари дезе малла нендермеле болот кебен. А только А что делаешь? Я пусть дезе прозмахта галар. Çok yazı kalmadı. Şeni учебник сенде малланде, бустенде де, школзенде де Монгол татарская ига самага улуштармай дальше. Вот если миле штатар, Татарстан республикинде миле шутлашы историксем, учительсем, камен пустмари болнал. Калма бутарат. Пусть мурбулман, дружба был, дружба. Не пулманы, анжақта бүрісен красный князі, сәбі отырақ Адозе пулғарды, мұрдазым, бензем бұрдет сәбі отырақ Монголия бүресетіні қырзы. Осы игодине екпады. Монгол тудар зененде. Да. Агарына прақышламада да, калаш урықлар трактовка. Бүресетіні зем, ну, Предлагают ваш золотоордынская ига дечь. А камзель пустмари. ну вот, действительно, если нам там игры платить, Биби, вот это Дискуссии. Не хватит времени. Так, Смак, академик члене Александр Никитич Семенов, Гонзаров Валерий. Если дискуссионный клуб, любой Ну, я постараюсь вывести сегодня только выводы, те, которые мы опубликовали в газете «Сулар». Слава Богу, у нас газета насчет опубликовали помогает. Но этногенез чуваш за 8 минут, конечно, не расскажешь. Поэтому да, не претендуется. Самое главное. Демография чувашской семьи относительно, когда у нас, сколько лет еще чуваши проживут. Вот в газете «Сулар» написано, нас анализировать Чувашии в масштабе района, в масштабе республики невозможно. И никто, я обращался в Казань, ни одной данные мне на руки не дали. Поэтому я сделал хороший ход конем. У меня разработана была семья Семенова, генеалогия за 300 лет. И анализировал семью Семеновых. На основании семьи Семенов пришел к таким, скажем так, выводы, что в чувашской семье я взял 100 лет от деда. В чувашской семье, первое поколение, в семье деда 6 человек в семье было, находились. А в 2000 году 2,5 ребенка, 2,5 семьи осталось. А в 2020 году 1,8 человек остается в семье. Это нормальная, скажем так, чувашская семья. Но это не беда. А беда впереди. Выяснилось, что сделали диаграмму. А сколько человек у нас разговаривает на чувашском языке? Оказывается, 60% к 2020 году в моей семье, в моем роду, не в моей семье, а роду дедушки, рода Семеновых, за 100 лет родились 240 живых, скажем так, без учета, скажем, если мертвых, 240 человек ожидается общей сложности 2000 года за 100 лет. Из них 60% разговаривают на русском языке. Вот вам цифры. 60% ожидается, полностью не знают, то есть забыли свой родной язык, только 40% разговаривают на чувашском языке. И еще одну цифру вам дам. За 100 лет на каждого человека чувашина 120 раз произошло повышение, должно было произойти повышение Чувашии. Если в начале века было столько, то умножайте на 120 раз, должно быть чуваши вот столько. Вот примерно такие цифры. Так, это первый вопрос. Сам прогноз по Черге тогда не юлать, видишь? Я не ученый, не профессор, не буду, это надо отдельно досчитать, потому что тут много факторов. Это не говорит о том, что если сегодня 60 лет, если диаграмму посмотреть, до этого было поколение, был наоборот, 40% на русском языке разговаривали, значит, это мое поколение, нет, моих детей.
40%, 60% чувашей. Но а в 2020 году 60% русских. Но тут немного диаграмма изменится, так скажем, в мягкую сторону, потому что в последнее время чуваши начали заселяться уже в городе, их не ждут, а в деревнях обратно, значит, там больше уже начинается, увеличивается численность, а в городских условиях уменьшается. Поэтому тут вопросов много. Я не буду отвечать точно не могу ответить на этот вопрос. Дальше второй вопрос интересный. Первое упоминание чуваш как этнос у нас обычно в литературе пишем 1508 год. Все, наверное, все знаете, кто здесь сидящие. Нашли литературу Карла Фукса, казанский татар называется. В этой книге написано, что около, я полностью прочитаю, цитирую из книги, это в примечании, не в самой книге, а в примечании нашел. Около 1469 года была проведена перепись земель хана Ибрагима. Карл Фукс берет цитату из этой книги, Суздаль, 4 выпуск, царская книга. «Со всей землей своего Камского, Сыплинского, Костяцкого, Беловежского, Ватяцкого и Башкирского», это Гикин, 4 выпуск, жителям Нагорной стороны, горные люди, внимательно, перечислены чуваши, черемиса, мордва, мажары, карханы. Я считаю, что вот этот вот источник является самым главным источником и доказывает, что этнос чуваш впервые изложено вот в этой книге, вот в этом переписи земель хана Ибрагима. Это было 1469 год. Значит, я искал эту книгу. В Казани у нас 3 огромных архива. Национальный, Казанский, это университет. Но я нашел царственную книгу. Суздаль, 4 выпуск, царственную книгу нашел. Но, оказывается, эта царственная книга состоит из 2 частей. Первая часть до 300 страницы, а дальше вторая часть отсутствует. Поэтому, если у кого-то есть выход, я мне тоже такая, вот здесь сидящий здесь, кто занимается этим делом, он будет проще получается. У меня пока мне и времени, и возможности нет. Если есть возможность, пожалуйста, мне найдите, помогите найти это, для всех это будет интересно. Суздаль, 4, это написано здесь, вот в первой газете я вам раздал. Вот здесь статья, первая статья. Сейчас, потому что это очень важно. Чуваш Авалакин Палмар, страница 7. Здесь вот написано, полно и подробно написано об этом. И можете прочитать. И подтвердить вот этот факт, хочу сказать. Хотя это подтверждение можно, на основании этого можно подтвердить. Можно писать, что да, действительно чуваши. Но здесь я чуть попозже остановлюсь. Если вникать в эти записи, тут можно исторические моменты еще можно продолжить, развить можно мысли. Александр Петрович. Ну, я не знаю, хотя бы, тогда как пару слов хотел скажу, что я приехал тоже из-за... Аякран гензine, барин да аякран гензine. Пару слов, потому что очень важно. Дальше. Сенсация галат, О Волжской Болгарии, тоже интересно. Чувашские, татарские, чувашские историки спорят по сегодняшний день, особенно Закиев, он срамит чувашских историков, вообще не признает их труды. И вообще, скажем так, я немного грубо хочу выразиться, чтобы вы немного внимательно послушали. Там есть нерасшифрованные слова. Спорные, скажем, для чувашей, для татар слова такие. Скажем, сувас, жавшир, вырык, хеллече, жафа. Вот я считаю, что я их расшифровал таким образом. Сувас. Это мужи, воины племени Су. Насчет Су, Шив, это уже говорили. Дальше. Жавшир. Жавшир это Савшир. Николаев в своей книге, или у Николаева там написано по-своему, но много расшифровано Жавшир. Там, я не буду из-за не имею времени. Жавшир мы расшифровываем Савшир. Это Саварская земля. Жавшир Шиве, Савшир Шиве. Родина Савара. Как бы в общей сложности получается. Вырак. Вырак это варяг. Это в книге Ибн Фадлана написано, Ибн Фадлан, который был в 922 году, там написано, что он является самозванцем,
племени Сувас, самозванец племени Сувас. Значит, я считаю, что это вырыт. Если вот это связать, а дальше закончим. Хеллече. Хеллече это, в общем, не перевод пишут в некоторых местах, в других местах пишут, что это зимовник, там чуваш пишут. Хеллече это буква Х, здесь надо заменить на К, это они заменяемые. Получается, Хюлле-Эче, это 3 озера. Они находились около 3 озер, поэтому здесь версии совпадают. Дальше. Джафар. Джафар, царь Алмуш. Назвали, как будто бы он принял мусульманство, хотя он не принял мусульманство. Савар. Так. И если кому-то это интересно, эти вопросы, можете к Абхатшину обратиться. Хорошо, ладно. Савар. Академия учительного памяти Диштрикне. Геннадий Васильевич Васильева. Я, конечно, не историк, я агроном, но я считаю, что обоснованием происхождения народа все-таки является его язык. Язык – основа. Вот тут Иванов уже сказал, какие слова, где были чуваши, где двигались, это сохранились названия. Но я вообще считаю, чуваши – это дети природы, и они двигались со солнцем. Солнце, серп Луны. Нам сейчас Дмитрий Мадуров дал историю земледелия. Дмитриев дал историю садоводства. И поэтому какие погодные условия, какие климатические изменения идут, за этим и идут наши чуваши земледельцы. Основой являются действительно земледельцы, но все же основой являются слова. Башкирские ученые опубликовали брошюру, и они доказали, что в русском языке находятся корни из чувашских слов. Где-то около 60% русских слов имеют корни чувашского языка. И даже матерные слова русские крепкие имеют, полностью расшифруются на чувашском языке. Гениально. Гениально. Принекала. Но самое, значит, женское. Когда женщины раздеваем, что мы видим? Видишь, ляжки. Тык. Точное сканирование, понимаете? Ничего лишнего, пожалуйста. И мужской тоже так же. Это долгие истории. Во всяком случае, чувашский язык не исчезнет. Он уже сохранился в русском языке. Подумайте, почему-то мы не обращаем внимания на башкирские ученые. Обратили, у нас смелости не хватает у чувашей. Мы действительно угнетенный народ, наверное, какой-то в крови и боязнь высказаться против своих руководителей. Но мы сейчас доказали вот это Мадуров и Дмитрий.